То, что мы с Азатом должны были встречаться, только знала Чемен и Атаджан. А они в связке работают, в паре, как потом выясняется. Представляете, нас двоих просто как флаг в жертву принести хотели. Но тут я начинаю возмущаться, и Азат не пришел, к его счастью. Меня забирают, там забирают этого оператора и забирают двух людей, которые вообще пришли по Азову. А почему-то Атаджан культурно вышел из этой ситуации. Ну, я думаю, что посчастливился и рядом людям, которые возле Атаджана были. Там просто Сердар Дурдуев упал в обморок. Вот, они под видом этого, в общем, остались, в общем. Ну, сам факт. Сутки я провел. Сутки я провел и вышел 27-го. 27-го говорю Чемен. Я говорю, слушай, мне поставили запрет на вылет из Турции. Но я говорю, должен, я умею, у меня до 12 часов есть вариант вылететь. Представляете? Но я не собирался, я просто знал, если я вылечу, меня просто с дерьмом смешают. Скажут, что из людей предал. Но представляете, какой ее был этот? Она сказала, по поводу вас приехал человек, американский дипломат. Представляете, у вас завтра или послезавтра встреча. А до этого она говорила, что на собрание должен прийти американские журналисты. Представляете, это должен был шум быть. Нет. Дипломатов нет. А, еще она начала, говорит, это как, Амрат, это по вашей вине люди попали, вы должны заплатить. Я наняла адвокатов. Я сказал, проблем нет с деньгами. Я заплачу. Но когда? Когда? И это Гульчехра ее, я вам еще раз сказал, она мне столько нервов просто выжила. Вот мне это надо, а когда вам надо? Чемен просто хотела принести меня в жертву с Азатом, но у нее не получилось. Потом героизировать нас, на этом почве она решила создать группу СЭС. Это было изначально запланировано. Это ваш писк, а не СЭС.